Всему виной не изменение климата, а маленькая, но зловредная букашка, прежде никому неизвестная, а ныне активно распространяющаяся. Откуда родом орехотворка, до сих пор неизвестно. По словам директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, вредитель активно продвигается из Сочинского национального парка. Уже известно об очагах заражения в Гагарском районе. К нам поступают первые сведения о распространении на территории Абхазии нового, ранее неизвестного для нашего региона вредителя – восточной каштановой орехотворки. Каштановая орехотворка – это насекомое, которое относится к перепончатокрылым насекомым и специализируется на том, что поедает каштан. И родиной этого вредителя является Китай, Корея, Япония. И из этих восточных стран, из ориентальной зоны, она поступила сначала на юг Европы. И сейчас практически все каштанники Европы поражены уже каштановой орехотворкой. Между тем, за орехотворкой прочно утвердилась слава убийцы каштанов. Она откладывает свои яйца внутри листа, а появившиеся из них личинки съедают его изнутри. Здесь они надежно укрыты. Нахождение личинок внутри листа защищает их от птиц и других насекомых. Как установили ученые, из 1 килограмма листьев может появиться свыше 4000 экземпляров, из которых около половины составляют самки. Естественно, каштан даже в диком виде он является источником, так сказать, каштановых плодов, которые пользуются популярностью и по осени являются частью, так сказать, рациона, и они продаются у нас достаточно. И плюс ко всему, значит, огромное количество животных, лесных животных являются, так сказать, потребителями, значит, плодов каштана, и на этом построена целая экосистема. Таким образом, снижение, значит, продукции каштана, оно приведет к серьезным последствиям в экосистеме горных лесов. Личинки вредителей выделяют особое вещество, стимулирующее деление растительных клеток и вызывающее у растений повреждение тканей. Целенаправленно выделяя свой строительный эликсир, орехотворки способны моделировать свое жилище, отстраивая его в том или ином направлении. Фантазия одних насекомых не идет дальше постройки не очень симпатичных шишек и шаров на листьях, их черенках и плодах. Зато другие создают настоящие шедевры архитектурного искусства. В принципе, если это были бы какие-то, значит, садовые насаждения, да, в садах, можно использовать обычные инсектициды для, значит, системного действия, для подавления этого орехотворки. Но так как речь идет о лесах, и чаще всего каштан – это растение, дерево крупное, растущее, значит, в малодоступных местах, то трудно даже представить себе, что можно использовать такой объем пестицидов в лесных условиях. Поэтому я даже не представляю себе, что мы можем использовать какие-то препараты для подавления этого вредителя. Распространение вредителя может принять массовый характер, так как вести с ним борьбу практически невозможно, говорят специалисты. Каштановые леса расположены в горной части Абхазии. Это и есть главная проблема. Единственная надежда на то, что у каштановой орехотворки найдутся естественные враги в виде хищников, паразитов и болезней, которые не дадут ей возможности активно развиваться в нашей стране. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.